Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. В этот день, в 1996 году, указом президента России Бориса Ельцина Казанский государственный университет включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов страны. В этом перечне он стал третьим вузом после МГУ и Санкт-Петербургского госуниверситета. В 1999 году в деревне Аушерма Чистопольского района открыт музей-усадьба татарского прозаика и драматурга Гаяза Исхаки. Спустя год заработал уже целый музейный комплекс. Это события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Намаз на открытом воздухе, соблюдение дистанции и трансляция на ТНВ. Маски с собой надо иметь и перчатки. Если на намаз, на праздничные молитвы, тоже надо свой коврик. Как идет подготовка к Курбан-байраму, расскажет Вероника Гайнудинова. Равнение на Мекку. Это исторические события, оно должно было быть восстановлено. Полумесяц украсил минарет одной из старейших мечетей Татарстана. Об ее уникальной архитектуре и непростой судьбе. Рамиль Шайдуллин. Кому-то положено, а кому-то отказано. Основные отказы по выплатам от 3 до 7 связаны с превышением дохода, то есть он больше 9450 рублей на члена семьи. Итоги социальных выплат. Кто точно может рассчитывать на государственную помощь, спросила Зарина Ахметова. Как полететь в Турцию и получить деньги за отдых в России? Кэшбэк туристам, не нам. О новых правилах туристической сферы в этом сезоне расскажет Салават Мухаммадулян. В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Сегодня и завтра в республике ливни и шквалистый ветер. Изменение погоды началось уже во второй половине дня. В Казани усилился ветер и прошли дожди. По прогнозу Гидромедцентра республики, в пятницу с 9 утра и до позднего вечера грозы со шквалистым ветром, местами возможен град. Экстренные службы просят без крайней необходимости не выезжать за пределы города, быть внимательнее на дорогах и не оставлять без присмотра детей. Никакие капризы погоды не помешают проведению одного из главных праздников мусульман. Курбан-байрам наступит уже буквально через несколько часов с заходом солнца. Основные же мероприятия начнутся завтра ранним утром. В этом году из-за пандемии формат празднования будет изменен. Во многих мечетях праздничные молитвы будут читать на улице, а в сам храм пустят только ограниченное количество верующих и строго в масках и перчатках. Изменения будут и в порядке жертвоприношения. О подготовке к Курбан-байраму в новых условиях Вероника Гайнудинова. А праздник в данное время вот урюк такой берут. Урюк, курагу и другие сухофрукты скупают сегодня с самого утра. Курбан-байрам, конечно, не обходится без праздничного стола. К главному священному празднику готовятся сегодня все верующие. Милюша Низамуддинова отмечать поедет к родственникам в деревню. Пришла купить гостинцы. Я пришла специально это купить подарки деревню. На урюк, на там всякие вот. Там еще дети же приезжают, им надо что-то вот купить. Вот поэтому это уж соседям. Пироги делают. Все, радостный праздник это для нас, для мусульман. Этот праздник для меня очень большой. Я отмечаю с родственниками. Я всем сегодня позвонила, всех поздравила. Желающих посетить праздничный намаз ждут на Гаед в половине 4 утра. Проповедь начнется в 3 часа 45 минут. В 15 минут 5 прочитают намаз. Муфти Татарстана сегодня обратился к верующим с призывом соблюдать все меры безопасности. Я, к сожалению, вновь вынужден напомнить, что пандемия все еще среди нас. Поэтому Гаед в Татарстане пройдет с рядом условий, который обязан соблюдать каждый, кто придет на намаз. Курбан-байрам в этом году будет отличаться. Тысячи мечетей республики ждут верующих завтра. Однако даже самые большие из них смогут вместить лишь около 100 человек. Всех пришедших на праздничную молитву, например, в мечети Марджани, разместят на открытом воздухе. Послушать проповедь и прочитать намаз можно будет прямо здесь, на улице Каюма-Насыри. Молельные коврики расположат, как и положено, на расстоянии 1,5 метров. Их, кстати, нужно будет принести с собой, а кроме этого быть в масках и перчатках. Что касается специальных мест для заклания, в Казани их будет 15, а всего по республике из-за пандемии их количество пришлось сократить с 55 до 33. Приходить на жертвоприношение также нужно в маске и перчатках. Все места прошли санитарную проверку. В связи с пандемией мы заранее начали принимать заявки. Так как мы принимаем заявки, люди приходят в мечеть, оплачивают, получают квитанции, и в квитанции написано будет время определенное. Когда их барана будем резать, они на это время только приходят. Сегодня во все мечети Татарстана
Татарстана завозят баранов. Так, в мечеть Марджани привезли 700 животных. Жертвоприношение пройдет по всем требованиям, но не нужно забывать и о другом. После обряда останки животных нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры во дворах. Для удобства верующих в местах заклания разместят специальные баки. Напоминаю, что контейнеры и баки предназначены для сбора твердых коммунальных отходов. Биологические отходы необходимо утилизировать. Этим занимается ветеринарная служба. В Челнах же из-за пандемии тоже скорректировали проведение обряда жертвоприношения. Как и раньше, заклание животных будет проходить только в одном месте в поселке Сидоровка, но людей вместо забоя пускать не будут. В этом году, то есть, не будет продажи, то есть человек только заказал, он не будет видеть самого барана, он будет только видеть, получается, мясо, которое принесли ему домой. Прямую трансляцию праздничного намаза из Галеевской мечети можно будет посмотреть и на нашем канале. Она начнется в 3:30 утра. Современные технологии праздник Курбан-Байрам позволяет показать с разных ракурсов с возможностью телевизионного присутствия. В этот день ПТС развернется на 8 камер, будет привлечена спецтехника для показа с высоты птичьего полета. Тогда же, оставаясь дома, можно будет прочувствовать всю атмосферу праздника. Вероника Гайнудинова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, Александр Лобанов. ТНВ, Набережные Челны, Казань. С приближающимся праздником Курбан-Байрам всех мусульман сегодня поздравил муфтий Татарстана Камиль Хазрят Самигуллин. Что такое Курбан-Байрам? Праздник Курбан-Байрам – это возможность донести до Всевышнего нашу искреннюю преданность. То есть, жертвуя ради Его довольства своим имуществом, мы выражаем свою благодарность Аллаху за все блага, которыми Он нас наделил. Курбан-Байрам ниспослан человечеству как праздник жизни. Он учит нас ценить ее и напоминает, что на земле не должна проливаться кровь людей. Дорогие братья и сестры, я от всего сердца поздравляю вас с великим праздником Курбан-Байрам. Пусть Всевышний Аллах примет наши добрые намерения и жертвоприношения. Историческое возвращение. Минарет одной из старейших каменных мечетей республики сегодня вновь украсил полумесяц. Долгие годы храм в селе Нижняя Березки Отнинского района, построенный еще при Екатерине II, был заброшен. В советские годы там находился сельский клуб. Сейчас по инициативе Рустама Минниханова историческое мусульманское наследие воссоздают в первозданном виде. Символично, что именно в преддверии Курбан-Байрама произошло долгожданное возрождение. Радость селян разделил и Рамиль Шайдуллин. Этого момента здесь ждали почти 100 лет. На минарет одной из старейших и красивейших мечетей республики вновь выдружается полумесяц. Построена в одно и то же время, что и Марджани. Мечеть Марджани. Большая ошибка, что эта мечеть многие годы стояла закрытой, пустой. Здание – уникальный памятник культовой архитектуры. Было построено в 1769 году после указа Екатерины II, разрешающего татарам строить каменные мечети. Ее каменным стенам ни много ни мало, а более чем 2,5 века. И сложно и представить, что за эти годы выпало на долю этого древнего здания. Главное, оно уцелело, и теперь рядом со старой кладкой можно видеть и новую шпатлевку. С декабря 2018 года в Фонд поддержки культуры при президенте республики по инициативе председателя фонда Азгата Сафарова здесь проводятся реставрационные работы. Строители до мельчайших деталей воссоздают ее первозданный вид – башню, своды и даже старинную лепнину. Данная мечеть выполнена в стиле петербургского барокко. Да, это одна из первых 3 каменных мечетей за Казани. На тот момент, я думаю, что это было одним из культурных и просветительских центров. Здесь и служили Богу, и учились богослужению. В то время слава о каменной мечети в Нижней Березке гремела далеко за ее пределами. По красоте и историческому значению она и сегодня не уступает знаменитым мечетям Татарстана. Эту мечеть построил знаменитый меценат Республики Татарстан, живший в нашей деревне Ибрагим Бурнаев. Как мы знаем, его внуки построили еще Бурнаевская мечеть в Казани есть. Но пришла советская эпоха, и мечеть ждала участь сотен храмов, уничтоженных по всей стране. Минарет снесли, полумесяц спилили. Здание, к счастью, не разрушили. И сегодня у потомков есть возможность восстановить историческую справедливость. Это у нас уже клуб. У нас все детство, все это возрастное от самое, все это здесь проходило. Мы здесь, как говорится, танцевали, первая любовь, как говорится. Это исторические события, оно должно было быть восстановлено. Полумесяц – первый подарок верующим. Его установили к празднику Курбан-Байрам. А главное историческое событие случится уже осенью. Восстановленная мечеть распахнет двери. Она была последней каменной мечетью в республике, не тронутой реставраторами и ждавшей своего возрождения. Уже в этом году она станет еще одной жемчужиной на туристической карте Татарстана. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Отнинский район.
Новый фасад, электросети, усиленные конструкции и кровля. Отреставрированную Азимовскую мечеть сегодня осмотрел депутат Госдумы Ильдар Гельмудинов. Ремонтные работы шли больше 5 лет. Мечеть отреставрировали в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». По нему же сейчас специалисты начинают работу в мечети Искеташ. Это очень такая, в какой-то мере даже ручная и работа специалистов. И даже у нас и специалисты так можно по пальцам пересчитать, которые умеют работать с такими объектами такого уникального значения. В Татарстане подтверждено 35 новых случаев COVID-19. Все контактные. 12 человек госпитализированы. 14 заболевших в Казани. По 4 случая в Нижнекамском и Верхнеуслонском районах. Всего же на 30 июля в Татарстане зафиксировано более 5500 заражений. В стационарах остаются 495 человек. Только за сутки в Татарстане провели более 5000 тестов на COVID-19. Об этом сегодня на пресс-конференции в Татар-Информ заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Итого в республике сделано почти 450 тысяч тестов. В том числе Роспотребнадзор осмотрел и больше 4000 пассажиров внутренних авиарейсов. Регулярные же рейсы из-за рубежа пока не разрешены. Но как только их откроют, сообщили в Роспотребнадзоре, пассажирам уже не нужно будет отправляться на карантин. Отдых в Турции на сегодня не является жизненно необходимым для тех граждан, которые действительно беспокоятся о состоянии своего здоровья. И с учетом все-таки ситуации по новой коронавирусной инфекции, потому что она все-таки новая инфекция, и мы пока еще не знаем, как она будет вести себя дальше, все-таки пока мы советуем, рекомендуем в этом году все-таки ограничиться отдыхом в пределах Российской Федерации, а еще выше в пределах Республики Татарстан. Так где отдохнуть в этом сезоне? С открытием границ этот вопрос снова стал актуальным. Новый ковидный мир планирует поменять расклад сил среди туристических направлений. Уже в августе в стране начнутся продажи туров с кэшбэком до 15 тысяч. Как их получить и в какие регионы выгодно ездить? Все нюансы у Салавата Мухаммадуллина. Нужно ли сдавать тест на коронавирус, если я полечу в Турцию? Вместо количества звезд в отеле, состояния номеров и отзывов – вопросы по безопасности. Анна Чернова планирует поехать на отдых в конце августа. И сегодня перед ней дилемма. Я сейчас думаю полететь в Турцию, либо тур по России выбрать. Но вот мне рассказали про кэшбэки. Думаю, в августе, может, воспользуюсь ими, а может и нет. У обоих вариантов есть свои нюансы. Начнем за границы. Перед поездкой тест на ковид сдавать не нужно. Уже в самолете вас попросят заполнить анкету, в аэропорту измерят температуру. При подозрении на корону – бесплатный тест. Если он подтвердится, то вас и всех, кто сидел на борту рядом, отправят на 2-недельный карантин. Цена за сутки в обсервации, по разным данным, до 100 евро. Есть комментарии уже нескольких крупных страховых компаний. И та страховка стандартная, которая выписывается сейчас поездки за рубеж, это сумма эквивалента 2 миллиона рублей. Она будет покрывать расходы, связанные в том числе с карантином и с изоляцией. В России по прибытии за границей самоизоляции не будет, но придется обязательно в течение 3 дней сдать тест на коронавирус, иначе штраф 15 тысяч рублей. По прибытии сюда, на родину, в течение 3 дней сдают анализ на новую коронавирусную инфекцию, и результат погружают также в эту систему на портале госуслуг, и, соответственно, всю эту выгрузку мы будем видеть, и будем видеть, сколько человек у нас прибыло, и сколько человек прошли. Тесты и самоизоляция не понадобятся, если вы будете отдыхать в России. К тому же есть возможность получить кэшбэк, но и это будет непросто. Нужно зарегистрироваться на портале мирпутешествий.рф, выбрать турпакет или отель, перейти на сайт аккредитованной турфирмы или отеля. Отдых не менее 5 ночей. Заплатить нужно будет онлайн картой МИР. Вернется до 15 тысяч рублей. Минимальная стоимость тура, чтобы получить кэшбэк, должна быть 25 тысяч. Но важно, что эта сумма может разделиться и на 2, и на 3, а то и на 5 человек.
Главное – оплата картой. Поехать на отдых, в том числе и в Татарстан, и за это получить возврат можно будет сразу после покупки тура в августе. При этом в популярные места отдыха по кэшбэку можно будет поехать только с 1 октября, практически когда завершится бархатный сезон на юге. В списке 7 регионов. Турист может приобрести туристический пакет, проживание в гостинице, в санатории, может выбрать круиз речной, может выбрать туристическую поездку, которая предполагает проживание и ночевку в поезде. То есть такие туристические пакеты тоже участвуют в этой акции. Всего правительство выделило на кэшбэке 15 миллиардов рублей. Заявку мы подали. Ожидания пока непонятные. Подтверждения до сих пор нет на эту заявку. Поэтому ждем, будет подтверждение, будем работать. Но это же кэшбэк туристам. Не нам. Должны поехать по этой программе. Надеемся, что это увеличит туристический поток и в Татарстан, и в другие регионы России. Продажи туров по кэшбэку начнутся в августе. Точной даты пока нет. Сейчас идут последние приготовления для запуска программы. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Кто воспользовался мерами поддержки в период пандемии? Кому было отказано и почему? Первые итоги социальной поддержки семей с детьми сегодня на брифинге подвела министр труда, занятости и социальной защиты. Меры, как и суммы, выделенные на помощь россиянам, беспрецедентны. Антикризисный бюджет на путинские выплаты был увеличен почти в 30 раз и достиг 600 миллиардов рублей. Сколько татарстанцев получили субсидии, спросила Зарина Ахметова. Сумма выплат аж до 45 года, то есть это на 20 лет. На 25 лет сумма выплаты по 24 тысячи в месяц. Зарина Нургалиева одна, растит двоих детей, алименты не получает. В январе оформила жилищную ипотеку. С началом пандемии она осталась без работы. Выручить в такой ситуации, казалось бы, могло пособие на детей от 3 до 7 лет, которое ввели в марте как меру поддержки. Но оказалось, Зарина под условия выплаты не подходит. Отказ был связан с тем, что якобы на мне, на детях есть очень много зарегистрированной недвижимости. Но эта недвижимость, она, получается, принадлежит, по сути, банку, потому что я только взяла ипотеку. Напомним, семья, где есть ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, может подать заявление на выплату в половину прожиточного минимума. Это около 4600 рублей. В республике ее получили почти 27 тысяч человек. 38% заявителей не подошли под условия программы. Эта выплата направлена для поддержания наиболее нуждающейся категории граждан. Об этом сегодня журналистам сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. Основные отказы по выплатам от 3 до 7 связаны с превышением дохода, то есть он больше 9450 рублей на члена семьи. И, к сожалению, имеют место быть недостоверные сведения. В соответствии с нормативными документами есть ограничения по имуществу. Если это 2 квартиры, если автомобиль моложе 3 лет, однозначно возникает вопрос. В целом по стране в этом году на различные социальные выплаты, пособия, субсидии планировалось направить порядка 22 миллиардов рублей. Однако в связи с введением дополнительных мер поддержки в период пандемии социальной отрасли было выделено еще 600 миллиардов. Продолжаются массовые выплаты по 5 тысяч, по 10 тысяч однократно. И 23 июня принято решение президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по выплате 10 тысяч от 0 до 16. Это еще, конечно же, вылилось в значительную сумму, порядка 16 миллиардов. Что касается безработицы, то по сравнению с апрелем показатель в республике вырос почти в 7 раз. Всего без работы остались 75 тысяч человек. По данным министерства, порядка 40% вставших на учет во время пандемии коронавируса ранее не были трудоустроены официально. Каждый второй безработный на рынке труда тот, кто ранее не работал, либо был занят на сером рынке, то есть либо не имел никакую занятость, либо сегодня приходит, встает на биржу и говорит о том, что он был занят неформально. Жители удивлялись, почему же пособие 1500? А потому что не было официальной занятости, потому что не было официальных выплат. Число свободных вакансий сегодня около 40 тысяч, то есть почти в 2 раза меньше, чем количество безработных. Больше всего рабочие руки требуются в производстве, строительстве, транспортной отрасли. При всем при этом, как отметили в министерстве, снижение напряженности на рынке труда есть. Планируется, что к докризисному уровню безработицы Татарстан может вернуться к концу этого года. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
В Казани задержали директора ДЮСШ по конному спорту. О деле мертвого пони читайте в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане в преддверии выборов 2020 запустили сервис «Мобильный избиратель». Этот механизм дает возможность избирателям участвовать в выборах не по месту прописки, а по фактическому месту нахождения. Заявления для такого голосования уже принимают в многофункциональных центрах, территориальных избирательных комиссиях, а также через федеральный портал госуслуг. Воспользоваться системой «Мобильный избиратель» можно до 8 сентября включительно. Детально о механизме голосования в интервью директора МФЦ Ленары Музафаровой. Ленара Акмулдиновна, здравствуйте. Добрый день. Ленара Акмулдиновна, в преддверии осенних выборов в Татарстане запустили механизм «Мобильный избиратель». Что дает он избирателям и в чем его преимущество? С 29 июля по 8 сентября заявитель может обратиться в любой МФЦ, их 59 у нас в Республике Татарстан, и получить открепительный талон, на котором будет указан тот участок, который ему удобен будет в день его голосования. Что это значит? Прописаны вы в каком-нибудь другом районе Республики Татарстан, а работаете в городе Казани. И вы на момент голосования не едете домой, а хотите проголосовать именно по месту работы или по месту жительства. Поэтому можно прийти в МФЦ, выбрать этот участок и в день голосования пройти именно на этом участке проголосовать. Либо наоборот, вы живете в Казани, а хотите в отпуск к родителям в другой район и будете там находиться. Не нужно для этого приезжать для голосования специально сюда, а можно до этого заранее, до 8 сентября опять обратиться в любой МФЦ и получить этот открепительный талон. Что нужно, чтобы подать заявление? Как проходит вообще сама процедура? Долгая ли она? И что нужно при себе иметь? В первую очередь, единственный документ – это паспорт Российской Федерации. Если же отсутствует паспорт, то временное удостоверение, которое выдается, опять-таки, органами УФМС. Есть ли возможность получить так называемые открепительные, не приходя к вам, а только через интернет, или все-таки обязательно присутствие самого избирателя? Существует на портале государственных услуг такая возможность, когда человек может сам через портал открепительный талон данные себе выбрать. Если же вдруг он изъявит желание, что он через портал подаст эту заявочку и захочет на бумаге забрать его в МФЦ, то такой возможности нет. К нам приходите сами лично и забираете сразу. Я вас благодарю за беседу. До свидания. До свидания. ЦИК Татарстана сегодня зарегистрировал 5 кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму по Нижнекамскому избирательному округу. Итак, за вакантное место в Думе будут бороться Олег Морозов от «Единой России», Андрей Колосов от ЛДПР, Ильнар Сираев от «Справедливой России», Николай Барсуков от «Коммунистов России» и Леонид Стражников от Коммунистической партии социальной справедливости. Как сообщил Андрей Кондратьев, их сведения, предоставленные в избирком, были достоверными. Сейчас в ЦИКе на проверке находятся документы представителя КПРФ Альберта Ягудина. Напомним, голосование пройдет в течение 3 дней 11, 12 и 13 сентября 2020 года. Юбилейная дата и гости юбиляр. Сегодня в Москву на 90-летие ВДВ отправился старейший десантник Татарстана Павел Клетнев. В этом году ему исполнилось 95 лет. Ветеран Великой Отечественной войны известен тем, что и в пенсионном возрасте продолжает прыгать с парашютом. Чем легенда ВДВ собирается заняться на своем профессиональном празднике, узнал Дмитрий Аринин. Вот родной мой вокзал. Как рассказывает Павел Клетнев, на вокзале ему всегда волнительно. Отсюда он в 1942 году ходил на фронт под Ленинград. Сегодня поездка в Москву по приглашению и праздничному поводу на 90-летие ВДВ. Я горжусь, что я десантник, какая же. Это же Сталинская гвардия была ведь у нас раньше. Надеюсь, встреча будет радостная, приятная. Воспитанники Казанской кадетской школы. Проводить Павла Клетнева пришли кадеты из клуба «Юный десантника». Говорят, для них он легенда и пример. Железный человек, который выиграл войну, победил фашизм. Вот это Кремень, это настоящий русский солдат. В Москве торжества в честь 90-летия ВДВ будут идти 4 дня. В программе показательные выступления десантников, экскурсии к мемориалам, встречи сослуживцев. Павел Клетнев говорит, что тоже прыгнул бы, да врачи побаиваются и не дают. Так что на празднике он как зритель. Но потом обещают все в красках рассказать своим подопечным кадетам. Дмитрий Аринин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. 25 лет сладкой жизни. Хлебобулочная кондитерская фабрика «Акульчев» отмечает свой юбилей и радует покупателей широким ассортиментом продукции. Здесь есть все на любой вкус для сладкоежек и гурманов. Что сделано за четверть века и какие планы у компании, узнаем далее.
Эти воздушные вафли, мягкие бисквиты и нежные печенье знакомы почти каждому сладкоежке. Своей продукцией компания «Акульчев» радует россиян уже 25 лет. Но на достигнутом предприятие останавливаться не собирается. На этот юбилейный год «Акульчев» строит грандиозные планы. Планы, конечно же, у нас амбициозные. Мы ставим их все выше и выше. Хотим, и, конечно же, их добиваться. На этот год мы планируем улучшение существующих процессов, то есть переход на более автоматизированные участки. А следующий год увеличение производства как минимум на 30%. Впереди новые объекты, оборудование и запуск дополнительных линий производства. Это поможет не только улучшить качество уже имеющихся изделий, но и разработать новые. Некоторые из новинок уже появились на полках. Например, макароны. Это традиционный французский десерт, 100% состоящий миндальной муки. Также недавно был создан воздушный десерт Бизе Анна Павлова. Это легкий, вкусный продукт, идеально подходящий к чаю и для кофе. Несмотря на автоматизацию, производство расширяется и продолжает увеличивать штат. Активно ведет набор сотрудников на новые линии. Коллектив для нас очень важен, ведь мы производим не просто продукт, мы производим эмоции. Ведь что для вас сладости? Это чаепитие с семьей или поднятие настроения. Для того, чтобы производить хороший продукт, мы в первую очередь должны создать дружелюбную атмосферу. В компании обещают предоставить своим новичкам комфортные условия труда и обеспечить всем необходимым. Опыт в этом, говорят, большой. Доказывают это и сотрудники-старожилы. Я работаю на фабрике «Акульчева» уже 15 лет. Мне все нравится. У нас дружный коллектив, удобный график работы, обед бесплатный, вкусно нас кормят. И вахта у нас ездит. А чтобы влиться в коллектив было еще проще, специалисты компании активно готовят наставников, которые сделают трудоустройство в компанию и обучение новичков еще более комфортным. И тогда все намеченные планы точно будут исполнены. Клубу мудрых и находчивых газеты «Сабантуй» 40 лет. Самых активных юных читателей этой рубрики сегодня торжественно наградили в Казанском музее ремесел Kids Space. Каждый год редакция получает от детей сотни писем с ответами на вопросы и задания. Их готовит Фансияр Гелимбаев. Самыми находчивыми в этом году оказались ребята Мамадышского, Сабинского, Кукмарского и Буинского районов. Сабантуй славится своими интересными рубриками. Мы уже издаемся 96 лет. И одной из самых популярных и любимых рубрик является клуб смешливых и находчивых, по-другому мы его называем ЗТК. Пришли дети из Мамадыша, Сабов, Кукмара. И надеюсь, что все остальные будут также участвовать в таких конкурсах. Тем более, что они про логику, про мечты, про знания. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. В студии София Егорова. О погоде поговорим через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево в предстоящие сутки будет облачно и сыро. Плюс 21-22 градуса днем. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ожидается пасмурный и дождливый день. Плюс 23. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше аналогичная погода. Днем до плюс 24. В Арске, Кукмаре и Балтаси небо затянет дождевыми облаками. Плюс 22-23 градуса. В Болгаре, Дрожжином и Баинске возможны дожди. Днем до плюс 25. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше облачно и сыро, но будет тепло. Днем до плюс 23. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? Доктор Ост лечит позвоночник по передовой технологии. Без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место, освобождая пережатый нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. В Казани будет облачно. Не исключены небольшие дожди. Ночью около 20 тепла, а днем плюс 25 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
Влажность воздуха 58%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.